к нам подошел парень, Максат его зовут. Вот вы видели, когда заходили, у нас на улице стоит две урны для сбора стеклянной тары, пластиковой тары, пластиковых полиэтиленовых пакетов и тетрапакетов. То есть они не приспособлены для мелкого мусора, для сигаретных окурок, но именно приспособлены для сбора тары, стеклянных материалов. То есть он пришел, говорит, я хочу поставить у вас какую-то урну, если вы не против. Конечно, мы не против, мы только рады. Человек сам пришел, за свой счет это изготовил. И плюс еще это лучше тем, что он сам вывозит это все. Сам вывозит и сдает то есть, пластик в пункт приема пластика. То есть дальше я не знаю, с кем он сотрудничает, но это уходит дальше, и я знаю, что это утилизируется грамотно. Вот его вот этот шаг сподвигнул нас, то есть буквально мы подумали, вот почему вот этот человек, мы изготовили рядом свою, сами, за свой счет, такую же урну с нашим брендом Sierra, кофейня Sierra. И теперь, что было раньше до установки вот этих урн? Каждое утро я просыпался, у нас есть работник, который занимается уборкой вокруг нашего помещения, здания. Каждое утро я просыпался, и вот на этой аллее, на этой парковке находил 1-2 бутылки. Что делают наши люди? Они ночью, молодежь, попили пиво, сидя в машине, тут же оставил на землю и уехал. То есть в лучшем случае это целая бутылка стоит со стаканами. Мы это все собираем. То есть есть человек, которому я оплачиваю деньги, он собирает и это носит в контейнер для мусора. Как только появились вот эти 2 урны, вот это исчезло. Я наблюдаю, то есть, когда выхожу, стою на улице, что людям приятно отнести бутылку, вот эту тару, и самому закинуть в эту урну. Они тянутся. Детям, дети особенно. То есть, вот один маленький шаг, и сколько плюсов получается. Я говорю, вот эти ребята, Максат, в лице Максата, они сами вывозят, дальше утилизируют, сотрудничают с ними. Мы, в свою очередь, оставили все, и они и наши вывозят. Далее что мы сделали? Мы установили у себя в гостинице на ресепшн, у нас тут 12 номеров, в каждом номере 2 пульта. Один пульт от телевизора, второй от кондиционера. В каждом пульте 2 батарейки. То есть вы все сталкиваетесь в быту с этими батарейками пальчиковыми. Они недолгосрочные для использования, очень часто приходится их менять. Мы установили коробочку, подписали ее, и туда мы собираем батарейки. То же самое вот дома, детские игрушки. Следующий шаг. Стеклянная тара, которая здесь собирается на кухне у нас, мы ее тоже складируем. У нас есть помещение, погреб, туда складируем, моем и раз в полгода отвозим в специальные пункты приема стеклянной тары. Компания Sierra, это франшиза, это кыргызстанский бренд. То есть у них они завозят кофе и открыли сеть кофейни. Это франшиза такого. Они ввели бумажную упаковку для еды на вынос и бумажные стаканы. Здесь можно посмотреть. То есть мы стараемся сейчас, это только первые шаги, стараемся отказываться от полиэтиленовой упаковки, от пластиковой и вводить вот эти вещи. Но на данный момент почему это повсеместно не используется? Потому что это дорого. А дорого, потому что нету линий производства, чтобы серийно, масштабно производили. Плюс, конечно, пластиковая, полиэтиленовая тара у нас до сих пор не запрещена. То есть много разговоров ведутся на уровне Джугурку-Кенеша правительства, но запрет, хотят запрет вести, а потом это не будет. То есть, это планомерный процесс, Москва не сразу строилась, как говорят в народе. Вот самое главное, что у нас есть надежда, что эта проблема решится, может решиться, просто использовать успешный опыт зарубежных стран. Это не та проблема, которая другая, которая связана с радиоактивными отходами, с ураном, с хвостохранилищем, это действительно глобальная проблема. А это, она решит, есть много стран, которые решили ее и живут успешно сейчас. И мы можем тоже ее решить. Просто каждый гражданин, начиная со своего дома, субъекты предпринимательства, участника общественных объединений и государства,